Дорогие радиослушатели, доброе утро. В эфире Национальное радио Ингушетия, волна 88,8 FM. И у нас сегодня в гостях Мадина Базеева, пресс-секретарь Федеральной антимонопольной службы, и Елизавета Даурбекова, специалист-эксперт Федеральной антимонопольной службы. Мадина и Елизавета, добрый день. Доброе утро. Эдди Калшин, скажем нашим радиослушателям. И вот первый такой вопрос, немаловажный. Какие законы и нормативные акты регулируют рекламную деятельность в нашей стране, в Российской Федерации? Ну что ж, рекламная деятельность в России регулируется федеральным законом от 13 марта 2006 года, номер 38, о рекламе. Это основной закон, который регулирует отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы на рынках товаров, работ, услуг. И закон этот вступил в силу 1 июля 2006 года. Какие же цели у этого закона о рекламе? Ну, в первую очередь, это развитие рынков, товаров, работ, услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции. Также это реализация права потребителей на получение добросовестной, достоверной рекламы. И это пресечение фактов ненадлежащей рекламы. А вот скажите, пожалуйста, сколько выявлено Федеральной антимонопольной службой нарушений в области рекламы, и какое наказание все же несут те, кто нарушает этот закон? Нами в этом году возбуждено 9 дел. С начала 2019 года, получается, да? Да. И на стадии рассмотрения сейчас находится 2 дела. На основании решений о нарушении рекламы возбуждаются административные дела. По итогу накладываются административные штрафы. В этом году было наложено более 300 тысяч штраф в размере более 300 тысяч рублей. Получается, это в сумме, да, за 9 дел 300 тысяч рублей. А вот какие претензии чаще всего встречаются? То есть какие несоответствия, да? То есть же, наверное, какой-то стандарт, как должна выглядеть реклама. Хорошая, качественная. Реклама. Так, что мы можем сказать? Реклама, если, например, это относится к рекламе финансовых услуг, то основное нарушение – это указание в рекламе финансовых услуг одного существенного условия, но замалчивание обо всех иных условиях, которые определяют стоимость услуги для клиента. К примеру, в рекламе указывается процентная ставка по кредиту, но отсутствует информация о сроке и сумме, необходимых для получения кредита по такой ставке. То есть рекламируется наиболее привлекательная и низкая ставка, но при этом не указываются достаточно тяжелые условия для попадания под эту ставку. Получается, что реклама в общем достоверна, но по заявленной в ней ставке кредиты выдаются только при определенных условиях. И об этом в рекламе, в принципе, не говорится. Или прописано очень мелким текстом. По закону, если указано хотя бы одно условие, то также должны быть все иные условия, указанные в рекламе. И если они написаны таким образом, что они не воспринимаются, то есть мелкий шрифт или слишком быстрая реклама, быстро сменяется шрифт, то такая информация рассматривается как отсутствующая. Соответственно, мы такие случаи рассматриваем как нарушение закона о рекламе. К сожалению, таких нарушений много, особенно в сфере финансовых услуг. Но я должна оговориться, что не всегда мелкий шрифт является нарушением. Текст должен быть читабельным, восприимчивым. То есть в газете он может быть мелким, но если это стенд, там большой щит, то там более крупным. Потому что мы проезжаем на машине, мы должны его увидеть. Ну, обычно вот на каких-то баннерах, да, рекламных, там нежелательная, неинтересная, скажем так, непривлекательная информация указывается очень мелким шрифтом, наверное, скорее всего, чтобы человек этого не увидел. Но эта информация там имеется, и как-то... Это и есть нарушение. Это нарушение. Если мы это не видим, мы едем и не видим этот шрифт, не видим этот текст, да, это нарушение. А, например, то есть, если это в газете или в журнале, то, конечно же, это не считается нарушением, потому что газету и журнал мы читаем не на ходу, да, спокойно, в хорошей обстановке. То есть получается, что вот эти все нюансы, они прописываются в законе о рекламе. Если вы
видите, что что-то идет не так. Да. Нам нужны ваши обращения. Если вы замечаете, что что-то не так, что вас где-то обманывают, что реклама недобросовестная или шрифт не такой, вы что-то где-то не увидели, жалуйтесь, обращайтесь, заявления, жалобы, обращения. Все это рассматривается в кратчайшие установленные законом сроки, и вы можете быть уверены, что любое ваше обращение, каждое, скажем, оно без ответа не Раз останется. уж мы затронули эту тему, вот расскажите, пожалуйста, какие существуют способы обращения в Федеральную антимонопольную службу? В каком виде должна быть зафиксирована эта претензия? То есть в рамках телефонного разговора, либо обязательно она должна быть письменной, либо можно пожаловаться где-то в социальной сети, и вы как-то мониторите эту информацию? Ну, отметим, что можно к нам прийти по адресу город Назрань, улица Победы, 3. Мы вас встретим, все объясним, все расскажем. Во-вторых, к нам можно позвонить в нашу приемную. Тоже звонок мы рассчитываем и скажем, что, как делать, кому, куда обращаться. И, конечно же, социальные сети. Мы есть в Фейсбуке, в Инстаграм. Посредством нашей официального сайта тоже можем принимать наши жалобы, но состав жалобы, он специфический, там должны указываться свои специальные данные, условия, прописанные законом о рекламе. Законом о рекламе. Жалобу мы подаем по какому закону? О рекламе. Прописано о рекламе. Угу. Хорошо. Нужно прописать все данные, кто вы, откуда, на что жалуетесь, где находится объект вашей жалобы. Ну, если это стенд, что вот по такому-то адресу, что меня вот это вот не устраивает. Но стоит к нам подойти. У нас есть стенд, где все расписано, как писать, что писать. То есть для того, чтобы инициировать эту внеплановую проверку, человек должен написать жалобу. Да. То есть простого комментария негативного недостаточно. Да. Это аргумент, самый главный аргумент, на основании которого мы продолжим действовать, это обращение. И вот радиослушателей просим тоже, обращайтесь к нам. В общем, с финансовыми услугами мы кое-как разобрались, но просто интересно, раз уж мы сегодня сидим на радио, интересно, какие чаще всего ошибки и претензии у Федеральной антимонопольной службы возникают, если речь идет о рекламе на телевидении либо на радио. Очень интересный вопрос. Нет, очень интересно, конечно, просто я думаю, что людям будет любопытно, раз уж мы сидим на радио, конечно, нужно задать вопрос и про радийную рекламу. Конечно. Я думаю, что все наши радиослушатели сталкивались с этим вопросом, что вот сидим мы вечером, скажем, смотрим телевизор, и тут как резко включается реклама с таким звуком, что мы все начинаем шарахаться от этого телевизора. Это, конечно же, большое нарушение закона. В том плане, что реклама должна быть на той же громкости, что и предыдущая программа. И разница в рекламе и в программе должна быть в 1,5 дБ. Это измеряется антимонопольным органом, есть свои инструменты, которые эти измерения проводятся, и свои специалисты, которые этим занимаются. И вот, как я сказала, 1,5 дБ. Это максимальная разница. Это делается для того, чтобы зрителям не пришлось все время сидеть на пульте, убавлять громкость, во-первых. Во-вторых, это, конечно же, коммерческий интерес. Рекламные пиарщики продумывают это, чтобы хоть как-то обратить внимание на свою рекламу, в то время как в перерывах мы пытаемся заняться своими делами, пока не начался фильм, отходим от телевизора и вот на рекламу, получается, не смотрим. И они придумали такой ход, чтобы мы смотрели эту рекламу, чтобы мы ее слышали, где бы мы не были. Обычно это в боевиках такой прием используется, когда начинается погоня, либо гонка, драка, звук почему-то так сильно увеличивается, да, ты думаешь, ну, вроде бы я пульт в руках не держал, что происходит. Приходится убавлять, потом прибавлять, но это как-то не очень удобно. Конечно, эти поправки в закон были внесены в 2015 году. И если говорить об рекламе, отказаться от нее вообще, это вопрос риторический, все мы понимаем, да, но есть у нас практика наших зарубежных стран, которые отказались от рекламы. Например, скажем, что с 1 мая 2010 года у нас в Испании отказались от рекламы наотрез, что у них на телеканалах рекламу не показывают. Думаю, это хорошая практика, да, и все бы мы очень сильно обрадовались это этому. Действительно, очень здорово, но я знаю, что в Великобритании тоже нет рекламы. Нет, да? Ты просто смотришь телевизор, какие-то передачи. Тут, как мне кажется, когда ты смотришь какой-то интересный фильм по телевизору, и каждые 5 минут прерываешься на рекламу, но это как-то уже... Это впечатление совсем не то. Как в том анекдоте. Я так люблю рекламу, жаль, что ее фильмами перебивают, получается.
И отметим, что в 2015 году поправки вступили в силу, и уже 11 декабря в этом же году ФАС одно из своих первых нарушений ФАС России выявила. Это на канале НТВ. В рекламе тоже между переходом. Это была программа «Утро», и в переходе на рекламу был превышен уровень громкости. И вот, соответственно, штраф 100 тысяч рублей был оштрафован телеканал НТВ на 100 тысяч рублей. То есть это кто-то жалобу написал, и вы проверили, либо сотрудники... Да. Это... кто-то мы написал заметили, жалобу? да, мы заметили. И также в прошлом году, если я не ошибаюсь, тоже проверяли наш национальный телеканал, государственную телерадиокомпанию, и такая работа проводится, хочется сказать. Но если телезрители заметили что-то, то, конечно же, стоит также обращаться, и мы в любом случае отреагируем. И также в радиопрограммах скажем также, что в радио прерывать нельзя религиозные программы и радиопередачи продолжительностью менее 15 минут. Ты не успеваешь в суть вникнуть, как уже перебивается, получается, программа. Вот что у нас есть сказать по радио и по ТВ. Лиза. Да. Мне кажется, радиослушателю будет любопытно, да, что, казалось бы, там, в Федеральной антимонопольной службе вы там с бумажками возитесь, какие-то претензии рассматриваете, а тут кто-то стоит у радиоприемника и замеряет, повысилась ли громкость более чем на... Там... Эти перебираемые нами бумажки, ого-го, как могут насолить. Так что, дорогие наши радиослушатели, если у вас есть претензии, мы рады вас выслушать. Да, Елизавета, мне кажется, вы что-то хотели добавить. Нет. Ну, только если какие еще могут быть нарушения в рекламе, да, если интересно. Да, конечно, будет интересно. Вот Мадина помнит про тот случай, когда были СМС спам. Да. Это тоже очень обширная тема. Кстати, с Лизой отметим, что жалуются больше всего на СМС-спам к нам в антимонопольную службу. Да. По-моему, даже на МЧС, да, рассылку жалуются. Да, но хотя там есть свои нюансы. Да, это информационного характера, там уже никак. А спамом мы можем назвать рекламного характера СМС-ки. Вот лежит у вас телефон, там участвуйте в нашей акции, пришла вам такая смс-ка, и, естественно, вы согласия как такового не давали, вы это твердо знаете, и вперед из песни, и, не знаю, жалобы обращаться к нам, потому что мы рассматриваем подобные ваши обращения. Потому что без согласия абонента никто не имеет права отправлять вам смс-ки. Тоже касается, например, в быту мы этого не замечаем, что ваши ящики, да, в подъездах рекламных, которые вам суют эти объявления, многие наши слушатели, наверное, с этим сталкивались, тоже без вашего ведома никто не имеет права этого делать. Если вы это заметили, то обращайтесь к нам. Но нужно нам также отметить, что, конечно, у нас есть свои права, но и обязанности. Расскажу один случай из нашей практики, что к нам обратился один наш заявитель, что вот меня атакуют, мне это надоело, я пришел жаловаться, разберитесь, вот мои смс-ки там и так далее. Конечно, стали разбираться, что происходит там, почему мучаете человека. И как выяснилось в процессе нашего рассмотрения, что это был банк, и что это информационного характера, а наш заявитель был злостный неплательщик, кредитором, который не оплачивал свой кредит, и смс-ки были рекламного характера, мол, оплатите свой кредит там, и так далее. И вот, забыв о своих обязанностях, он пришел жаловаться, и, к сожалению, и даже не к сожалению, мы не стали возбуждать дело по жалобе, и вот сказали, что дорогой наш заявитель, есть еще и обязанности, кроме прав. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Мне кажется, стоит об этом обязательно помнить. Вот еще такой вопрос. Все-таки главным, помимо картинки, если мы говорим, конечно, про телевидение, после картинки является текст. Но на радио так это только текст. Да? Вот каким должен быть текст в рекламе, чтобы он соответствовал всем требованиям закона о рекламе, и чтобы никто не жаловался в Федеральную антимонопольную службу на то, что что-то вот в рекламе не так. Ну, как мы уже говорили, текст должен быть читабельным. Да? То есть, если прописывается одно условие, должны прописываться все остальные условия, как мы уже об этом говорили. Шрифт большой, маленький. Да. Все должно восприниматься. Есть в рекламе такие нарушения, как некорректные сравнения, если интересная тема. Это очень интересно, да. Да, там в рекламах нельзя употреблять слова как
лучший, первый, номер один, самый, только, единственный, как мы говорим, шампунь номер один. Была реклама, кстати, в 2017 году. Сотрудники ФАС заметили в Москве МГУ, было написано «МГУ – лучший вуз России». Большой плакат. Да, большой плакат. То есть, если бы тогда кто-то пожаловался на этот плакат, на это юридическое лицо был бы штраф до 500 000. Но никто не пожаловался, поэтому ФАС просто потребовали, да, чтобы сняли баннер. Да. Но пытались доказывать. Да, сразу не хотел университет снимать этот плакат, но в итоге, да, через суд доказали и сняли. Я сейчас понимаю, вот реклама такая, может быть, вы помните, пиво Карлсберг рекламировали, и там, пожалуй, лучшее пиво в мире. Пожалуй, вот это, мне кажется, слово «пожалуй», оно как-то не позволяет, да, придраться, потому что ты же не говоришь, что это, ну, пожалуй, вот по моему мнению, оно лучшее. Но следует еще обратить на один момент внимание, что вот если рекламщики, они же тоже, конечно, все понимают, что к ним будут претензии. В любом случае, когда они говорят «самый лучший», обратите внимание, что внизу идет среди линейки наших продуктов. Самый лучший продукт среди наших продуктов. Да. А вот в каких отраслях еще, ну, чаще всего еще нарушается реклама? Ну, помимо финансовых услуг, мы радио, телевидение уже тоже рассмотрели. Вот, и что нельзя рекламировать? Что нельзя рекламировать, да? Вот если вы заметили, нельзя рекламировать процессы курения, то есть в фильмах это замазывается, да? С недавних пор. Да, с недавних пор, да. Нельзя показывать, как человек потребляет алкоголь, берет бокал с вином, То есть пропагандировать, да, нездоровый образ жизни нельзя. И что очень интересно, нельзя использовать названия, которые совпадают уже с зарегистрированными товарными знаками без согласия правообладателя. То есть некоторые компании для продвижения своих брендов используют название своего бренда уже чужой товарный знак, который всеми известен. Ну, что это может быть? Давай, Мадина. Про практику расскажу. Да, давай, Мадина. У меня история. У Мадины всегда бывают истории. Но это, как правило, любопытно, да, уже рассматривать, как это на деле работает. Как у нас это было в нашей республике? К нам пожаловался ПАО «КамАЗ». Все мы знаем, что есть такое, в Набережных Челнах находятся производители, дилеры, которые производят. И вот они пожаловались к нам в Ингушское УФАС, мол, вот разберитесь, у вас в республике используют наш бренд, причем недобросовестно. И стали разбираться и выяснили, что вот у нас в республике действовал КамАЗ-сервис-центр, если я не ошибаюсь, так он и назывался. И с товарным знаком самого КамАЗ, и как оказалось, что документальных подтверждений, что они дилеры или имеют какое-то отношение к ПАО, не было никаких. И пришлось с ними разбираться, и дали им предупреждение, и должностное лицо, именно кто являлся хозяином этого сервис-центра, он не мог в течение какого-то времени, если я не ошибаюсь, год, занимать ведущие должности, руководящие должности, и пришлось ему попрощаться на год. И они сменили свое название, поменяли название и стали называться по-другому, сейчас не помню, но точно не нарушая закон. Вот какие бывают у нас последствия от использования товарного знака, чужого товарного знака. Да, например, вот просто я помню, раньше в магазинах очень часто такое продавалось, вот, например, кошелек, да. Все мы знаем, что у бренда Nike такой, значит, такой значок, да, как галочка. И стоит, значит, эта галочка, и написано «лайк». То есть это возможно, это тоже, да? Нет. Это тоже, если это очень похоже. Да, это не просто похоже, это то же самое. То же самое, да, просто написано не Nike, а «лайк». Это вводит в заблуждение. Да, надо на это жаловаться, обращаться, писать. Конечно, каждый случай индивидуален, но все-таки, да, есть возможность наказать таких злостных рекламщиков. Вообще, конечно же, очень легко использовать чужой товарный знак для продвижения своего бренда. И конечно же, за такие дела, за такие нарушения должностные лица у нас могут получить от 4 до 20 тысяч рублей штрафа, граждане от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей, а юридические лица от 100 тысяч до 500 тысяч рублей штраф. Поэтому знаете, на что вы идете, когда нарушаете. Ну, я думаю, что если, как бы, нарушив, приступив закон, человек приобретет какую-то выгоду, он пойдет на такой штраф.
Как вы думаете, целесообразно Если ли это выгода вообще? больше, чем штраф, Ну, конечно. Как-то такое есть возможно. уже возможность рискнуть, почему бы нет? Всё-таки, Возможно, если ты да. прорекламируешь свой товар на радио либо на телевидении, люди уже запомнят. Все-таки то, что может, уже люди мелькнуло. запомнят даже то, что их оштрафовали и вводят в заблуждение. Ну, я Дорогие думаю, друзья, что это не давайте. так уж много жителей нашей республики читают Один сайт. раз ты можешь прорекламировать свой товар, но дальше же у тебя не получится. Дальше же пойдут жалобы, пойдут недобросовестно обманутые люди. Конечно же, нет. Конечно же, даже если выгода больше, один раз ты это сделаешь, но дальше же пойдут еще жалобы, и повторное нарушение тоже влечет за собой побочные эффекты. Ни в коем случае не подумайте, что я сейчас как-то людей призываю к тому, чтобы Конечно, нарушать закон всё о рекламе. Все понимаем. Просто мне кажется, что вот со стороны именно людей, которые нарушают закон, как-то вот, если поразмыслить, что выгода все-таки превышает, Рекламировать штраф. товар один раз это невыгодно. Вот один раз ты прорекламируешь свой товар, и что ты будешь делать дальше? Хорошо, ты Ну, заплатишь может, штраф. не запомнят, как-то не заметят, никто Да, не а дальше пожалуется. как ты будешь дальше не делать? сможет рекламировать, да, его нарушил и оштрафовали. Вот. Что еще интересно? Вот очень интересно, в 2018 году вышли поправки в закон. Запрещено размещение рекламы на платежных документах. То есть, например, платежным документам, которые присылают организации водоснабжения, газоснабжения, свет. И на платежке вы видите на обратной стороне или на лицевой есть реклама. Там, реклама чего-либо, реклама другой организации. Да, Это кстати, нарушение. я если- такое видела. Да. Да. Да, кстати, у нас на сайте, если есть такие посетители нашего сайта Ингушского ФАС, есть такой анонс, что вот если есть люди, которые заметили на своих платежных документах такого рода рекламу, пожалуйста, мы вас ждем. Вот совсем недавно даже об этом говорили, что вот нам очень нужны обращения подобного рода. Что Вот именно на платежном документе, Да. да, именно на том же с листе. Газпрома, с МРСК, вот за свет, за газ прислали вам счет, и на обратной стороне или на той же стороне, не знаю, как действуют наши рекламщики, вот, должна быть реклама другой организации. Тогда Любая это реклама. нарушение. Исключение составляет только реклама социальная и справочные информационные сведения. Это можно. Да? Сведения можно, а вот рекламу... Если у вас есть Ну, как бы такие никто документы, выгоды от этого не приобретает, да, поэтому, Да, скорее да, всего, да. разрешается. если есть у вас такие платежные документы, Если вы заметили, это вот в 2018 году вышло поправки, поэтому, может, даже до сих Обращайтесь пор к нам. нарушают, скорее всего. Мгм. А вот что касается нарушений в рекламе лекарственных препаратов, там, медицинских услуг. Да, в рекламе лекарственных средств и медицинских услуг нужно всегда сопровождение, которое предупреждает о наличии противопоказаний к применению, а также о том, что нужно ознакомиться с инструкцией по применению и что нужно получить консультацию специалиста. Если в рекламе этого нет всего, тогда это нарушение. И у нас даже была практика. Да, было одно дело, по рекламному баннеру представляли косметические услуги, именно вот даже медицинского спектра. Ну, там уколы какие-то, там клиника, как медицинская клиника представляла свои такие услуги эстетической медицины. И большой-большой плакат был вывешен вот прямо в центре нашего города, в центре Назрани. И вот Ингушского ФАС заметила, что на баннере не было никаких противопоказаний. Если вы представляете медицинские услуги, вы должны также предупреждать население, что имеются противопоказания, что вам необходимо проконсультироваться с врачом, что ваш организм примет те или иные услуги, ну, те или иные Обычно препараты. противопоказания очень мелким шрифтом. 5% от общей площади баннера должны занимать вот противопоказания. Оштрафовали... Невозможно просто. Вот я именно говорю не про баннер, а про телевидение, например, какое-то лекарство рекламируют, да, очередное там против кашля или еще какие-то там таблетки и так далее. Ничего не просто... Не нарушают, Не то, тем что не там менее. у людей проблемы со зрением, это просто невозможно. Даже если ты близко подходишь, там еле-еле, можно разглядеть очень маленькие буковки. Ну вот 5% от общей площади должна занимать информация о противопоказаниях. Да. Также в рекламе медицинских средств
нельзя гарантировать, что положительное воздействие будет иметь объект рекламирования. То есть нельзя давать гарантию. Что вот наше Да. лекарство точно вас Да, точно вылечит. вас вылечит. Именно вас вылечит. Да? То Такого есть не нельзя может говорить, быть. гарантировать нельзя, да. Потому что каждый случай индивидуален, кого-то это может вылечить, кого-то не вылечить, кому-то поможет, нет. Вот. И вот еще такой вопрос. Все-таки как, насколько я понимаю, эта тема достаточно, скажем так, часто, да, поднимается, Актуально. вот именно актуально для работников Федеральной антимонопольной службы. Вот как корректно использовать в рекламе как раз лекарственных препаратов образ врача? Да, это тоже надо быть здесь внимательным, потому что образ врача можно использовать только в рекламах медицинских услуг и средств личной гигиены. Точнее, нельзя использовать их образы в таких рекламах. Можно использовать в рекламе потребителями, которые являются исключительно медицинские работники, фармацевтические работники. Можно использовать в рекламе, которая распространяется в местах проведения выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятиях, где... То есть для врачей. Да, для врачей. Чисто для Да, врачей. для врачей. Вот, только для врачей. Для можно. медиков и фармацевтов. То есть, а какую, там, я не знаю, ответственность несут те же рекламодатели, да, за нарушение закона о рекламе, если они как-то вот некорректно этот образ врача представляют для телезрителей в том числе? Так же, как и все, если это юридическое лицо, до 500 тысяч рублей. Если должностное лицо, до 2000 рублей. Если это гражданин, до 2500 рублей. Штраф. Административный штраф это. Ну, суммы-то достаточно серьезные. Вот, и еще я так думаю, что последний вопрос мы рассмотрим, потому что времени у нас осталось достаточно мало. Вот, я думаю, что всех наших радиослушателей интересует такой момент, как реклама в интернете. Ее очень мало, она очень назойливая, очень ненужная. Особенно это реклама онлайн-казино. Вот ваша служба как-то занимается контролем этой рекламы? То есть, действительно ли онлайн-казино имеют право чуть ли не через каждые 5 минут вклиниваться и рекламировать свои услуги? Да, эта тема достаточно щепетильная, наболевшая, но нужно отметить, что с этим дела намного сложнее, потому что регулируем мы по закону о рекламе Российской Федерации, а интернет у нас это сеть всемирная, получается, по чьим законам регулировать рекламу, вот это очень трудно, конечно же. На сегодняшний день регулируется она с той же точки зрения общей к рекламе, что вот, как мы и сказали, все общие точки зрения, которые мы рассматриваем в рекламе, что шрифт, что и так далее, именно вот такого направления рекламы в интернете пока еще нет, но нужно отметить, что антимонопольная служба работает над этим, и вот главная наша трудность заключается в том, что нам нужно определить, какая реклама подходит именно под задачи регулирования российского законодательства, какая не за российского законодательства. Поэтому совсем скоро думаем, что по этому поводу мы представим свои то есть наработки. Поправки в закон, скорее всего, да, будут внесены. Да, скорее всего. Раз. Потому что, мне кажется, реклама в интернете – это достаточно такое новомодное явление, поэтому назойливое, все даже никогда не могут понять, каким образом, по каким нормативным актам регулировать. Это очень сложно, чрезмерно сложно. А вот жители достаточно, часто ли и обращаются с жалобами на рекламу в интернете? Таких случаев насколько мы знаем, не было. Не было никаких случаев жалобы на рекламу в интернете. А жаль, потому что вот именно эта реклама больше всего беспокойства-то и доставляет, я думаю, нашим гражданам. Обычно, скорее всего,
когда ты сидишь в интернете через телефон или через компьютер, как-то твою геолокацию, да, и через интернет можно определить. И вот эта назойливая реклама, шок, сенсация, там, учительница в Назрани выиграла миллион, купила дорогую машину, квартиру и так далее. И Хочется это очень странно, конечно. Но хочется, вот видите, наверное, какие-то пессимисты эту рекламу придумывают. Ну вот и после размещают сегодняшнего её. эфира надеемся, что будут обращения. Наши радиослушатели заинтересуются этой темой и начнут проявлять гражданскую позицию свою активно. Ну, в любом случае, если есть какие-то вопросы, и человек сомневается, можно ли с этой жалобой обратиться или нет, Конечно. они могут позвонить по номеру, который размещен на сайте УФАС, проконсультироваться, как зафиксировать, на что пожаловаться, как правильно это сделать. В любом случае, я думаю, что вы несомненно поможете. Да, мы поможем, конечно. Ну, спасибо вам и удачи. Ну, эфир был действительно интересный, о многом задумываешься, многого не знаешь, и когда эта информация мы доносим до наших радиослушателей, я думаю, они тоже много интересного для себя сегодня узнали. А для наших слушателей, опять же, я напомню, что сегодня у нас в гостях были сотрудники Федеральной антимонопольной службы, это Мадина Базиева, пресс-секретарь, и Елизавета Даурбекова, специалист-эксперт. И нам хотелось бы попрощаться с нашими радиослушателями до следующих наших эфиров. Пишите нам отзывы, пожелания, жалобы, критику. Все, мы будем рады вас слушать, выслушать и помочь вам. Всем, кто сейчас находится в дороге, желаем счастливого пути. Адиколшен. Спасибо нашим слушателям и Милане за то, что нас пригласила. Мы были рады. Елизавета, Мадина, спасибо вам большое, но не каждый, знаете, сотрудник службы, вот, ну, как бы достаточно редко услышишь, что люди просят критиковать их, но это достаточно редкое явление, поэтому спасибо вам за открытость и за то, что выделили время и посетили нас сегодня. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Для вас работала Милана Манкеева. Всего доброго.